Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И сегодня мы будем делать расклад на тему, что он вам готов дать. Перед вами три варианта. Первый, второй и третий. И разные колоды Ленорман. Ленорман феи, языческая Ленорман и телема Ленорман. Выбирайте свой, задавайте вопрос, что он готов вам дать, прислушивайтесь к своей интуиции. Она вам помощник и подсказчик. Пока вы выбираете, я напоминаю, как обычно, что все новинки в инфоблоке. Мои контакты тоже в инфоблоке. Плейлисты на канале в вашем распоряжении. И прогнозы по знакам зодиака тоже для вас уже выложены. Обратите внимание. И я надеюсь, что вы уже успели выбрать свой вариант. Я перехожу к первому и к колоде феи Ленорман. Ментально, умственно мужчина готов вам декларировать, говорить постоянно о том, что он вас любит, о том, что он к вам привязан, о том, что он вас желает, что он вас хочет, что интимная сторона в отношениях для него очень многое значит. И, конечно же, что отношения с вами, любовь с вами для него это как некий результат его желания встретить ту самую, которая ему нужна. Также он здесь готов выступать в роли некого учителя, достаточно такого мудрого, хитрого, прозорливого, гибкого такого, с достаточно гибким таким умом, фантазийным умом, который может допустить даже самые невероятные вещи в жизни. То есть мужчина такой, он как и готов вам рассказывать о своей любви, о своей привязанности, и в то же время он готов вместе с вами вдвоем расти, развиваться, расширяться, не останавливаться на достигнутом, а именно достигать новых целей и результатов. Мужчина однозначно к вам привязан. Здесь есть место чувству, по крайней мере, в голове, да, ментально он об этом еще и постоянно думает. О чувствах к вам, о том, что он к вам привязан, о том, что он по вам скучает, что он хочет быть к вам ближе, чтобы отношения росли, развивались и приходили к некому результату, к некому заключению, да, логическому заключению. В отношениях это может быть, я не знаю, брак, наверное, для кого-то это логическое завершение некого этапа важного, да, в отношениях. Но для кого, в общем-то, как. Мужчина, еще раз я напоминаю, что такой достаточно эмоциональный, и в голове вас и чувство к вам, любовь к вам содержит. Эмоционально он к вам очень сильно привязан. Выпала его карта Бланка. Он мечтает о чем-то большем, мечтает о чем-то лучшем и стремится к этому самому лучшему. Вы знаете, еще вот эмоционально тут небольшое между вами как будто есть расстояние. И мужчина всеми своими силами пытается это расстояние преодолеть, чтобы отношения были более открытыми, чтобы отношения были более доверительными, чтобы отношения были, грубо говоря, да, более близкими, чтобы вы друг другу доверяли условно. И также тут надежда со стороны мужчины, опять же, на что-то больше. Это карта звезды. Сейчас вот те чувства, которые он к вам содержит, да, они на сердце, в голове, они от него даже не зависят. То есть эти чувства развиваются неконтролируемо им. Где-то может даже он может немного пугаться, но не сильно. Это приносит ему дискомфорт, просто приносит осознание, что и такое может быть, и жизнь, она многогранна, и перемены в чувствах, да, перемены в отношениях, они приносят ему удовольствие. И он хочет с вами быть настоящим мужчиной. С вами ему хочется проявлять все свои мужские качества, быть вам опорой, быть вам поддержкой, быть вам
защитником, соратником, другом, любовником, партнером, вот кем угодно, лишь бы вам было хорошо и вам было комфортно. Выпала его карта бланка. Вот она, которая говорит, что мужчина рядом с вами хочет быть именно мужчиной в полном смысле этого слова. То есть вы для него как такая некая путеводная звезда, которая ведет его в направлении развития, в направлении некого такого расширения, в направлении роста со знаком плюс. Вот вы его вдохновительница и чаровница, которая его жизнь разбавила своим присутствием и чувствами к вам в лучшую сторону и привнесла в его жизнь что-то большее, чем он имел ранее. И физический план, что он вам готов дать. На физике это, здесь мы рассмотрим материальные блага, да? Карта башни, карта яка и карта крест. Ну что, конечно же, он готов вам дать стабильность. Это касается и отношений с вами, и, конечно, материальной стороны вопроса. То есть он готов нести за вас ответственность. Мужчина может принять решение и нести ответственность за свои решения. Отношения с вами готов уже заякорить. Отношения с вами, если, например, это не брак официальный, то карта башня, карта якорь, карта сад еще и намекают на то, что в принципе отношения они могут быть уже и узаконены. То есть он готов пойти и на такой шаг. То есть заякорить отношения с вами вот всеми путями, которые он только знает, о которых он только слышал. И опять же, стабильность в отношениях и материальная, и духовно, и эмоционально — это его как бы цель, куда он стремится. И он считает, что он этого добьется. Конечно же, у нас карта крест никуда не денется, своего добьется, цели он достигнет в отношениях с вами. Он этого желает, он этого хочет, и он к этому придет. Вот такой вышел у нас вариант номер 1. Единички дорогие, я вам желаю, конечно же, любви многогранной, любви чистой, любви открытой и, самое главное, здоровья. Любите, берегите, балуйте, заботьтесь о себе, берегите своих близких и свои отношения. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И надеюсь искренне, что мой канал вам интересен, важен, и он вам помогает, поддерживает и оберегает. Всем пока, переходим к двоечкам. Двоечки, смотрим вас и что он готов вам дать. Смотрим ментальный уровень. Здесь мужчина будет вам другом, мужчина будет вам соратником, и мужчина будет вам в некотором роде даже учителем. У нас выпала карта змея. Змея карта, она такая мудрая и в то же время, да, хитрая, такая гибкая. То есть у мужчины довольно-таки гибкий, масштабный ум, который допускает, что многие вещи на нашей земле, прошу прощения, они происходить могут. То есть мужчина верит, грубо говоря, в чудеса. И вот здесь он готов вас вдохновлять тоже на такие вещи. Он готов научить вас рисковать, чтобы вы стали более рисковые, что ли, более азартные, грубо говоря, да, чтобы вы умели рисковать, не боясь. И в то же время этот риск должен быть подкреплен и сопряжен, конечно же, с умом, с мудростью, со знаниями, с опытом, с неким ресурсом, который у него есть. Этот мужчина вас может научить. И, конечно, этот мужчина, он может дать вам покой. По крайней мере, эмоционально, да, ментально он может вас уверить и вас убедить в том, что рядом с ним вы защищены, вы в безопасности, что он может дать вам в этой жизни все, что вы не захотите, исполнить любой ваш каприз.
Этот мужчина, он, знаете, вот он такой гибкий, и такое ощущение, что убедить может кого угодно в чем угодно. Вот прям в свои сети, да, в свои путы, в свои кольца прямо заманить и удерживать. То есть он такой, грубо говоря, да, этот человек может быть даже оратором. Ход змея у нас, я бы не сказала, что это прям большие ораторы, но вкупе с этими картами, да, на ментальный уровень можно сказать, что он такой оратор, который умеет убеждать, который умеет к себе притягивать, который умеет приманивать, что ли, такой человек-магнит, достаточно убедительный в своих словах и в своих действиях. Дальше эмоциональный уровень. Вот интересно, как выпала. Выпала карта некой другой женщины, я вытянул к ней, да, выпала ваша карта бланка, эмоциональный уровень. Да, это мы смотрим. И дальше карта ключ и карта якорь. Вы знаете, он может вас сравнивать с кем-то, с некой другой женщиной, будь то ваша мама, либо ваша бабушка, либо какой-то там эталон, который мужчина содержит в своей голове. Либо это могут быть прошлые отношения и прошлый его партнер. И мужчина склонен вас сравнивать и анализировать. Но это, знаете, это с точки зрения некого такого плюса, то есть через призму каких-то позитивных для вас пунктов. Почему? Потому что он рассматривает вас как некую возможность перемен. Перемены, которые дадут ему возможность эту жизнь свою изменить. Но эти перемены сопряжены, конечно же, с работой над собой, с работой с эмоциональным фоном, да. Если были какие-то сложные, яркие переживания, то они не дают ему покоя, и поэтому отсюда и человек постоянно сравнивает сегодняшнего партнера и, например, предыдущего партнера. Над этим нужно работать. Но эмоционально вот здесь мужчина может нервы, да, немного вам потрепать. Где-то даже неосознанно, где-то не понимая, что он может причинять вам боль и либо обиду. Но тут процесс идет, и процесс идет в вашу сторону. Почему? Потому что выпала карта бланка. Он это делает, сравнивает или что-то там себе думает, анализирует не для того, чтобы вас обидеть, а для того, чтобы убедиться, что вы та самая, что вы та возможность, тот самый шанс, который его жизнь красит яркими красками. Яркими красками. Господи, я заговариваюсь уже. И, конечно, это у нас эмоциональный уровень, он в результате он вас содержит на сердце. То есть все его действия, все его поступки, все его предприятия он делает через призму отношений с вами. То есть вы для него важны. Он держит вас. И всегда, даже если он не спрашивает об этом в открытую, он думает, а что бы сказала она, что бы она сделала, как бы она посмотрела на тот или иной вопрос, на ту или иную вещь в его жизни. То есть тут мужчина на вас заякорен, это однозначно. Дальше материальный план, карта тучи, книга и рыбы. Вы знаете, я бы сказала, что в начале отношений он не готов пока вкладываться. Он будет изучать вас, будет пытаться вас понять, что на самом деле вам, дамы дорогие, нужно от него. Потому что деньги-то у этого мужчины есть. Деньги-то у него уводятся. И, возможно, у него в голове еще будет такая мысль, что вы с ним ради каких-то финансовых выгод, ради какого-то финансового с его стороны содержания или с его стороны помощи, поддержки финансовой. И вот, скорее всего, сначала он будет проверять, сначала он будет сомневаться, но потом, хорошенько вас изучив, да, все-таки вот здесь анализ у него будет, и большой будет анализ, и он придет к выводу, что вы ему подходите, грубо говоря, да, что вы ему нужны. И потом все-таки он материально вас, конечно, будет поддерживать. Даст вам все возможное, что только
он дать может. У нас выпала карта рыбы, самая денежная карта в колоде, да, еще и на материальный пункт, то есть тут хорошо. Этот мужчина будет вам помогать, этот мужчина будет вас содержать, этот мужчина будет баловать и обеспечивать вас всеми материальными благами. Но, опять же, да, это мужчина не глупый, как я сказала, да, и, скорее всего, кстати говоря, имеет еще и какое-то дело, либо свой бизнес, или он просто менеджер высшего звена, наемный, но денежки у него есть. Но так как он уже обжегся, здесь он будет смотреть, анализировать, что вам нужен именно он, а не его состояние и его какие-либо материальные возможности. Вот такой у нас вышел вариант номер 2. Я вам, дорогие двоечки, желаю всего самого наилучшего. Самое главное – здоровья. Любите, берегите, балуйте, цените себя. Берегите свои отношения. Берегите своих близких. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал, моя работа вам чем-то помогают, поддерживают, вдохновляют, может, даже где-то оберегают вас от каких-то неверных шагов. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока, до встречи. Ну что, троечки дорогие, смотрим вас. И что он готов вам дать. Ну, что хочу сказать, что в этом раскладе видно, что мужчина сексуально активен. Его сексуальная конституция, она довольно-таки высока. Почему? Потому что в мыслях у него желание, влечение к вам. В мыслях у него, конечно, секс, интим с вами, и никуда он от этого пока что деться не может. И, скорее всего, он еще вам открыто это и декларирует, говорит об этом, пишет вам, звонит. В общем, всячески вам говорит, намекает, напоминает, что его желание, его влечение к вам, оно высоко. И знаете, что такое впечатление, что вот как пишут в романах, как только он вас видит, у него сносит крышу, грубо говоря. Ой, прошу прощения. Также здесь у него некий диссонанс в мыслях. Карта метла у нас все равно напоминает о том, что да, тут могут быть у него некие, ну, грубо говоря, нестыковочки. Что-то у него где-то не сходится, дебет с кредитом у него не складывается. В чем-то он не уверен. Но пока что эту неуверенность он держит только в мыслях, а вам декларирует только свое желание и влечение. И также, конечно же, желание с вами общаться, постоянно быть рядом с вами. Это соцсети, интернет, мессенджеры, звонки, скайп, в общем, все что угодно. У нас карта письмо. И ментально, да, он это вам говорит, он так и поступает, он вам намекает, постоянно с вами на связи. В общем, мужчина держит руку на пульсе, упустить вас не хочет. Далее эмоциональный уровень. Выпала его карта бланка, карта башня и карта книга. А вот эмоции мужчина держит при себе. Эмоции он вам не показывает. Эмоции он от вас скрывает. Хотя я думаю, что карта башни и карта книга скрывают достаточно большой эмоциональный фон. Мужчина просто всеми силами хочет показать вам, что он мужчина, что он сильный, что он такой волевой, что он нерешимый, что его трудно и сложно обидеть, либо вывести на какие-то эмоции, будь то негативные, будь то позитивные вещи. То есть мужчина такая, мужчина кремень, мужчина скала, а мужчина весьма умен и начитан, у него острый, тонкий ум, такой опытный, прагматичный, с неким уже ресурсом, с опытом прожитых лет. И вообще мужчина, он, вот как говорится, настоящий мужчина. Его карта бланка выпала на эмоциях. То есть он в любом случае, он к вам привязан. И, кстати, все чувства, все эмоции к вам он пропускает сквозь призму
своих эмоций, которые он вам не показывает. Почему? Все-таки, знаете, карта башни книг говорит нам о том, что мужчина закрывается не просто так. Мужчина вообще не склонен подпускать кого-то так близко. Знаете, вот как оголенный провод, он не открывается вот до каких-то глубоких эмоций. Нет, он склонен все держать в себе. И даже если у него какие-то большие чувства, большая влюбленность, такая глубокая, да, укорененная, заикаренная, он все равно не склонен будет это показывать и это демонстрировать. Ему как-то удобнее, ему комфортнее все свои эмоции, все свои переживания держать в себе. И вот, дорогие мои, вы не получите от него каких-то больших эмоциональных трансляции или декларации в вашу сторону. Тут можете даже и не надеяться на физике. Здесь больше материальный план, что он вам готов дать. А вот вы знаете, такое впечатление, что он готов вам предложить, если, например, вы вместе не живете, то съехаться. Об этом будут разговоры, об этом будут переговоры. Вот прекрасная карта, у нас дом, ключ от входной двери, грубо говоря, да, и птички. Птички тут такие щебечущие. То есть тут с какой-то легкостью, с какой-то непринужденностью мужчина предложит вам перевести отношения в более серьезное русло. Предложение от него поступит однозначно. Быть к нему ближе, переехать, съехаться, увидеться, отношения перевести в более серьезный лад. Поэтому, дорогие мои, будьте готовы, мужчина к этому готов, и он это решение уже принял. Почему? Потому что его желание, его влечение к вам, оно настолько велико, что он хочет, чтобы вы были рядом на постоянной основе, чтобы вы были под его присмотром, чтобы вы были под его защитой и, грубо говоря, протекцией. Но эта протекция будет только лишь для себя, для всего остального мира, для других мужчин. Мужчина склонен будет вас оберегать, защищать и да и вообще закрыть вас дома и никому не показывать. Вот такой у нас выпал вариант для всех тех, кто выбрал цифру 3. Я, дорогие, вам желаю всего самого наилучшего, гармонии, любви, взаимопонимания, чистоты, красоты, волшебства. Берегите, любите, балуйте, цените, радуйте себя, берегите свои отношения. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь и всех благодарю, что были со мной и смотрели мои видео, оценивали мою работу. Всем пока-пока.